Наиболее приоритетной в текущем году была работа с молодежью по воспитанию подрастающего поколения. Укрепление мира и согласия в обществе, Совет Тейпов и примирительная комиссия ознакомили главу региона с результатами работы. İli xuddu açı, suxadını çağırız, adək qadaları, Казахстане болышқан adək qadaları, тахын янақ Варшав, это Светлан Кубасер область. Запретная традиция закона против умыкания невест в Совбезе рассматривали еще один случай кражи девушки. Первая группа паломников отправится из аэропорта Магаз в самое главное путешествие в жизни 21 числа этого месяца. Последняя инструкция перед вылетом: ингушские паломники готовы к совершению хаджа. Своим творчеством мы покажем жителям этого города и молодежи, что мы выступаем за мир, за добро. От Ростова до Новороссийска участники акции «Дороги славы» побывали в Ингушетии и возложили цветы к вечному огню. Те, кто будет выступать на этом турнире, сейчас проходит сбор в Мужичах. Мы туда пригласили тренеров из Дагестана. Бойцы клуба «РЗ» прокладывают себе дорогу в М1. Болельщики в предвкушении, спортсмены усердно тренируются. Битва в Назране скоро. В прямом эфире информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. Юнусбек Евкоров встретился с членами Президиума Совета Тейпов и примирительной комиссии при главе республики. Руководитель субъекта подчеркнул значимость работы, проводимой лучшими представителями ингушских фамилий в различных направлениях. Подробности в репортаже. На встрече Совета Тейпов традиционно поднимались вопросы разрешения конфликтов и ситуаций в обществе. О проделанной работе Совета Республики за первое полугодие 2017 года информировал председатель Совета Аюб Мациев. Так старейшины принимали активное участие в примирении враждующих сторон, рейдовых мероприятиях ГИБДД, разрешении земельных споров, сходах граждан, проходивших в селах, во встречах с волонтерами, различными диаспорами. Особое внимание уделялось духовно-нравственному воспитанию молодежи. За указанный период на свои плановые и неплановые заседания Президиум Совета Тейпов собирался 28 раз. В них рассматривался широкий круг вопросов политического, экономического характера, межнациональных, межконфессиональных отношений и толерантности. Совместно с администрацией главы республики, Совета безопасности, религиозным управлением, главами муниципальных образований с привлечением общественных и религиозных авторитетов занимались примирением враждующих сторон в основе кровной мести 8 раз. Разрешение и примирение конфликтующих ситуаций с недвижимостью, бытовых и хозяйственных споров 12 раз. Умыкание девушек 1 раз, вот последний наш пример. Совместно с Комитетом по экологии республики постоянно выезжали на осмотр проблемных участков. В результате трижды рассматривали эти вопросы у себя на заседании Президиума. Наиболее приоритетной в текущем году была работа с молодежью по воспитанию подрастающего поколения. Работа с призывниками, служащими в рядах российской армии. О проделанной работе примирительной комиссии рассказал ее секретарь Микаил Аушев. Он сообщил, что на почве кровной мести и бытовых ссор примирительной комиссией проводится регулярная работа по примирению сторон, имеющих кровную вражду. Привлекаются алимы, религиозные деятели, авторитетные старейшины, родственники кровных сторон и представители органов государственной власти. Всего с начала года, в случае, Реал أخير مستوى هنسن سفاميلي وقت جاس خوان عبابوز لاحت تساقبوا بملقى بيسك ريون أبزاتين خوان عبابوز دوشتن لاحت جون خوان نخبط بيش لاحت إز دول دوي أق سدي هنا إز أدقوا دروجن أواري دروجن بدت بدي هنا يسلوشي يقصلوشي يودي قفحة بتامتي قلت بس ليدي بريم باش بلغة تقطع كميشن بتيتا В случае его по бытовому ссору, доллар и цибит оряш, метрия, эшлатия, дагер комиссии бол беж лилуш кахиги жир яй хели ечи, умари бети, кога дахигат ахар биги бош, кога хигат.
Главная задача, которая стоит перед Советом Тейпов, это духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, укрепление мира и согласия в обществе. Такую мысль высказал глава республики. Юнусбек Евкуров также отметил хорошую работу органа за первое полугодие и поблагодарил его участников. Пиналат мулака далякадвей чан баштык совет Тейпов или премьерной комиссии или кабалнах были докамдят болбят из 20 же шоуст это хал реально дохти мог долж таган план дерик охкорсах пин лох жала диз долж мотикш лягявиш на начальной стадии вал эрсиметали. Юнусбек Евкуров отметил, что ту работу, которую проводит примирительная комиссия, сложно оценить в полной мере, так как это является самым богоугодным делом для мусульманина. Саг винч, сага тазер диадали, сага паботы, диал шудова я сдет халды, док шудож нагмадивей дергеже. Так, за халдолажан ценага, спайнеш детат. В первую очередь, детер халди халхр элч, диал шудо. Албей солмлот пеймер до. Верда якибали. Устаз قابج был, устаз халх. از محمد قام لا يبرت بيبز أنا سبريمير حياة جلتر مثلا خودوش خالد لي قرب بأصحاب التاب سان درياس خال نعمل دول لا قاش ديش عشان حياة المدير از محمد عادي على شيء ونش سجى س مال بارغ دول حبتاش لته از سان مثلا ديش الحمد لله شو على در شو تأتي دقة قيرجع خودوش حماج صوت يدوي بيسن واشتو أقر دينا أشتو أتدوسش شو ديالش قو ديالش إت ديالش دني بوسي ويا درجة حلقة دولش سويت تيبا ويدو شان بريميريتين كميسي ناق يقيباش جاتي بالخش دوك بوه بيابن شو أنا ديريات صل سبولقة تسموش موتكي بيكي بواتر قرق بيادر قنور ناق بيحكاب بيكي ناق بيحكاب موخ بنعرف من يورتي نعرف يعني قرق بي كل جيبختي سماج هذي غادوي شيء موتي خلور إيش موتي خلور جا كل جي بغاش لتها كل جي بغاش لتها كجي نقشة حق الدقة دي اللي قد جاكم دي غرتش هذا موت موت حماش توي جاغ كيش ناق يبوه بس وز بيقوسي شاس ملا وارا بيه كجي ناق زمسك خالد شين دال خلوي شي وحش خقولك دال خلوي شداتشي أن لاتج مستنا لاتج دقس وي والله إمدلا وي عادة وحسق ليرخم خن بوحسقة ما ستخنتس باقي نار زمسك ليرخم هون. В конце встречи глава Ингушетии резюмировал, что перед обществом стоят очень важные задачи, от качественного решения которых зависит сохранение и укрепление нашей самобытной культуры и государственности. Прежде всего нужно продолжать работу в том же направлении, уделяя самое пристальное внимание в сфере духовно-нравственного развития народа, обеспечению общественно-политической и социальной стабильности в регионе. Залина Могушкова, Муслим Ганиев, Новости 24. Свадьбы не будет. В Совете Безопасности рассматривали инцидент, произошедший между двумя семьями. Молодой человек умыкнул девушку, на что ему был дан отказ, но современный Ромео не терял надежду и решил еще раз попытать свое счастье. Но, увы, марш Мендельсона не прозвучал. Дело дошло до правоохранительных органов, и сейчас ведется проверка. Репортаж Индиры Манкиевой.
Любовь наказуема или наоборот, как украсть невесту и остаться безнаказанным? Теперь уже никак. 26-летнюю девушку украли буквально на днях. Молодой человек умыкает ее уже второй раз. В первом случае конфликт произошел в Казахстане, где, собственно, и живут молодые люди. Невесту вернули обратно родителям. Но точку в этой истории ставить еще рано. В регионе умыкания невест с недавних пор уже рассматривается как похищение человека. Теперь виновнику грозит не только общественное порицание, но и лишение свободы до 5 лет. Похищение человека, материал по всем инстанциям обратиться в другой информации, они зависим Бог, мы с него отцовали, с каким даем сюда, very вопрос, ответ гулдовый, он манфет, только вопрос, да, very мягко ватхал. Из положения учитывается, сюда на или худдуачы сухадны царыз надях кадалари, в Казахстане болышкан надях кадалари, тахан янах ваша это цветонку басировалось. На встрече только Мистоевы, фамильные родственники со стороны молодого человека. Близкие с обоих сторон проживают в Казахстане. Я бог вей два кадары, сухнетра дух гаутер, да вейлил дердера, хана сукегишна хатс бог кезглил бовей. Хаз студенты б кегна хансек ада хазма дезат сарты юс формашка сукегишна сарлил дер гуздух вейл дети. Подобное поведение не одобряет и Совет Тейпов региона. Поступок, мягко говоря, некрасивый, тем более, если родители против родства, молодым людям о серьезности своих намерений доказывать нужно совсем другими методами, считают собравшиеся. Асак хайодия ахоиш доллар мчитас. Цахамды вин хадиз. Визер во шисак дал ваша тул дал рузгул олцан. Но мягко хая вад муштяняш. Нагасаны с горлом хай хот вали, нагасан хай горло юж вали. Цак дычи боят. Не заты воха, не стебеха. Халса куле хавр этот ишамдис. Йодя дайга ахоя я саксие азмарке он долде датсан аха. Сон ишамхет. Наглядный пример, чем может обернуться для молодого человека подобная дерзость, недавний случай, когда девушку умыкнули прямо из дома. В итоге настойчивый жених сейчас отбывает наказание. Ни закон, ни религия не приемлет грубое отношение или насильное принуждение человека к чему-либо. شين تقاعد خلوهم ناخذ تقاعد خلخو جبيتي شين تقاعد ديكهم ناخذ ديك خل ديج بيتي أقد يا صندوق بوس باشون سجد يا يجي سجد يا خاشي واحد دقات شوز بكدواش ما راح داشون واحد دقات كذي خمسين واحد بكل إنتاج قيالوس جونا بكدواش ما راح بكدوش خد داشون عندهم. На сегодняшний день немало семей Тейпов находится в ссоре именно из-за таких неразумных поступков молодых людей. Чтобы раз и навсегда поставить точку в конфликтных ситуациях, несколько лет назад старейшины республики приняли ВАД. Ведь, как правило, в итоге это затрагивает не одну или две семьи, ввязываются целые Тейпы. Масштаб проблемы уже очевиден. Идира Манкива, Рамзан Миржоев, Новости 24. Совсем скоро мусульмане мощными потоками двинутся в сторону Каабы. В Саудовской Аравии готовится принять верующих со всего мира. Последний инструктаж перед вылетом святые места получили ингушские паломники. В амфитеатре состоялся семинар по хаджу. Там побывал Юсуп Гелисханов. Петимат Баркинхоева спешит на семинар для паломников. На такую важную встречу она приехала из Мужичи. Возможность посетить святые места Мекки и Медины женщине в этом году выпала впервые. К подготовке к совершению одного из 5 столпов ислама Петимат относится со всей серьезностью. سايتك جودش جا رياضي جا غد هايسو دا موجز مياش بول تقدم الوخار يرز يحتو بولش مسني موجز مياش بول جه بول بس
Желание совершить хадж в этом году высказали порядка 1000 жителей республики. Для большинства из них такие семинары далеко не первые. На встречу также приглашены врачи, работники таможенной службы, Роспотребнадзора и, конечно, сотрудники комитета по хаджу и управления по делам религии. Здесь будущие хаджи могут получить ответы на все волнующие их вопросы. К примеру, Ахмед Аушев интересуется, можно ли брать с собой в дорогу продукты питания. Консервированные продукты же или герметически закрытая упаковка ачхалезиш. Вещь самолета, чего болхачана, продукты питания запретить для вывозить. Запрет перевозки продуктов питания направлен в первую очередь на предотвращение вспышки инфекционных заболеваний. Интересуются паломники и обязательной вакцинацией против дизентерии, гриппа, менингита и других заболеваний. Ее необходимо пройти каждому за 10 дней до вылета и получить соответствующий сертификат. Еще один важный нюанс – долги, числящиеся за паломником, будь то кредиты, налоги или неоплаченные счета за коммунальные услуги. Собравшимся объясняют, таких должников будут просто снимать с рейса. Слово «хадж» переводится с арабского как «паломничество», связанное с посещением Мекки, Масджид Аль-Харам и ее окрестности в определенное время. Основные обряды хаджа – таваф, обход вокруг священной Каабы, ходьба, а в некоторых местах и бег между горами Сафа и Марва, посещение долины Мина, и в завершении паломники приходят к горе Арафат, где следует провести весь день до самого захода солнца. Там же верующие делают дуа. Считается, что дуа на горе Арафат принимается Всевышним Творцом. ديت مدى سبور إبراهيم بيمر تيكش خان شين دخزة وشو ما يعني نجينش كعدوار ده دال إبراهيم بيمر أمر ديش أسبوع بلدو باخش أي دبر عن دسا وأذن في الناس بالحج عند عدو الغوز نخا وسيدو الغوش شرج سنجة حجول دي تبيخش تيكر ودي إبراهيم da umar detse das yanich khana ibrahim is elder and dog jenishka esido ludel she was dakhazat mushi nakha habul daqiq kirdi ibrahim hatta bi g'irdi havaz daqashi tiri shin kudi shin hatiyetsiz. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, сказал: паломники, совершающие хадж и умра, являются гостями Аллаха Всевышнего. Если они призовут к нему, то он ответит им. Если они станут каяться перед ним, то милостивый простит их. Попросить милости Всевышнего, посетив заповедную мечеть, собирается и Ибрагим Тичоев. Он уже совершал хадж в прошлом году и знает все тонкости обязанностей паломника. Правда, в этом году Ибрагим едет не один, а со своей матерью. На семинар она прийти не смогла по состоянию здоровья, но это не помешает ей исполнить повеление Всевышнего, надеется Ибрагим. halkır da meldezde işte dık nikbe nigit aşlaştığında kâhtır çıkdı ha sadri yavaşladan doğruluk tadamı ola. Getir çambu hoca motigi peygamber ziyaret Циг месл саги дегается аср дежметик цикугян хэтцун. В этом году вылетом и организацией хаджа в Ингушетии занялась фирма Имантур. Квота для республики осталась на уровне прошлого года 1400 человек. خنيات ناخذ أخشام بش وجده حج بولنيا تصاني حنيالج بزنق بيس بخ دال أتو بخ بار موجز ماش بولج دبخ يختص بخ شيء دوغ تباره شيء حجل ناقش قواتش دش دال قابل دا حجل دا يتصل. Хадж
От одного этого слова появляется трепет в душе, отмечают паломники. Это удивительное и ответственное событие в жизни каждого мусульманина, которое дарит возможность осмыслить главное в жизни. Самым сложным при подготовке к хаджу является процесс оформления документов. Благо на сегодняшний день все паломники нашей республики уже оформлены и готовятся к хаджу только морально. Это последний семинар, где собраны все будущие хаджи Ингушетии. Напомню, что первая группа паломников отправится из аэропорта Магаз в самое главное путешествие в жизни 21 числа этого месяца. Юсуп Гелисханов, Майырбек Миржоев, Новости 24. Ростовчане ездят по дорогам воинской славы и посещают мемориалы и музеи Великой Отечественной войны Юга России. Акция стартовала в городе На-Дону и дойдет до самого Новороссийска. Маршрут делегации лежит через несколько городов. В списке значится Ингушетия. С участниками акции встретился наш корреспондент. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы искренне рады приветствовать участников ежегодной молодежной благотворительной патриотической акции «Дороги славы. Наша история» на благодатной ингушской земле, столице Республики Ингушетия, в городе Магаз. Атмосфера на аллее по-настоящему патриотическая. Здесь звучат давно полюбившиеся песни военных лет. Участники акции вспоминают павших, но не сломленных духом героев Великой Отечественной войны. Начинается памятное мероприятие с возложения цветов. Инициаторы акции – активисты фонда «Будущее Отечества», к которым охотно присоединилась и ростовская молодежь. Акция стартовала 5 лет назад в Ростове-на-Дону, но в регионах СКФО проводится впервые. В этом году организаторы планируют охватить как можно больше городов. Своим творчеством мы покажем жителям этого города и молодежи, что мы выступаем за мир, за добро, что мы хотим дружить, что мы хотим эту дружбу проносить через поколения и ни в коем случае ее не терять. Потому что сила нашего народа в нашем единстве. И только когда мы будем едины, у нас будет все хорошо, и никто не сможет нас разразнить, никто не сможет нас разругать, и мы будем самыми сильными. В нашу республику активисты приехали не случайно. Для них не секрет, что тема патриотизма очень близка героическому народу. Имена ингушей, защитников Отечества, увековечены в многих памятниках по всей стране. Мы выступаем против фальсификации исторических данных. Мы против переписания всяких моментов. Мы хотим, чтобы история сохранялась такой, какая она есть. Мы хотим гордиться своим великим прошлым. И все то, что в нем было хорошее, все, что в нем было плохое, это наше общее великое прошлое. Этим нужно гордиться, это нужно помнить, это нужно передавать поколениям. В Ингушетию молодежь города Ростова-на-Дону приезжает уже во второй раз. Еще в апреле они побывали в республике в составе легендарного ретро-поезда «Победа». Олег Бичуков к акции присоединился недавно. Для него это возможность внести свой маленький вклад в общее дело – сохранение памяти о героях страны. Мой дедушка ветеран, а у нас в семье очень принято чтить память войны, память предков. И поэтому это очень серьезное мероприятие, для моей семьи в том числе. Для гостей также провели экскурсию по столице, показали все достопримечательности и 100-метровую башню Согласия. Память о погибших собравшиеся почтили минутой молчания. Согласно плану проведения акции, молодежная делегация планирует посетить город воинской славы Малгобек, а после Гюмри, Ереван и Новороссийск. Зелимхан Калоев, Ильяс Ханиев, Новости 24. Подведены итоги турнира «Надежда Северного Кавказа». Он длился 3 дня. Всего в рамках шахматных соревнований состоялись десятки партий между юными игроками. Они приехали в Ингушетию за путевкой на первенство России в Сочи. Слово Залине Могушковой. За возможность объявить шах и мат своим соперникам они боролись в течение 5 дней, пока проходил турнир «Надежды Северного Кавказа-2017». Финальный день на последние партии юных спортсменов интеллектуального спорта вдохновляет и глава республики. Впрочем, Юнусбек Евкуров и сам не отказался от партии с одним из участников турнира. Все, выиграл, молодец. Когда все партии разыграны, детям представляется возможность получить бесценные советы от Бориса Гельфанда. Опытному гроссмейстеру задают вопросы не только юные участники турнира, но и опытные шахматисты. Они интересуются, когда состоялся первый турнир гроссмейстера, какие книги он может посоветовать или как максимально концентрироваться во время игры. Легко сказать, а трудно сделать, потому что все мы живем жизнью, у нас какие-то свои проблемы, заботы, переживания. Но вот как-то надо учиться, именно когда приходишь на партию, вот, чтобы только на это время, что идет партия. Что?
Как быть ему в транс ходить? Церемония вручения наград начинается с поздравления самых юных участниц турнира. Ими оказались Зина Даурбекова и Софья Албекова. Юным шахматисткам вручили школьные ранцы. Через несколько недель девочки пойдут во 2 класс. Все, что вам необходимо к 1 сентябрю, кроме учебников, здесь в ранце есть. Я вас поздравляю с участием в турнире. В турнире «Надежды Северного Кавказа» участвовали дети до 13 лет, а также юноши и девушки до 19 лет. Эти 2 категории, в свою очередь, поделились еще на 3 подкатегории. Но независимо от конечного результата, шахматисты получили большой опыт. Теперь каждому из них предстоит работа над ошибками. Я допустила очень много грубых ошибок в процессе этого турнира. И, конечно, я буду заниматься и не допускать их впредь. Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. Главным судьей шахматного турнира выступил международный арбитр Артем Ахметов. Должен признать, что у нас это соревнование уже 2-й год проводится, и видна уже определенная динамика, да, то есть развитие шахматов в Ингушетии, потому что в прошлом году мы заявляли только круговые турниры, были там в каждой возрастной группе там, по 10 человек, а сейчас у нас уже пришлось расширить формат этих соревнований. И кроме, как я уже сказал, приезда из других республик, и состав участников значительно в квалификации был выше. Были кандидаты в мастера спорта, были разрядники. Орци Инаркиев – однофамилец прославленного ингушского гроссмейстера Эрнеста Инаркиева. Также стремится добиться высоких результатов, часто следит за игрой чемпиона Европы 2016 года. Орцы увлекаются шахматами 5 лет. Здесь были тяжелые соперники. Мне пару раз попались люди, которые гораздо старше меня и опытнее. Но я получил большой опыт. Были дни, когда было очень жарко и просто сидеть на месте было невозможно. Все время ходили, возле нас стояли вентиляторы. Я сыграл, у меня 4 очка, и я занял 3-е место. Я очень рад этому. Победителям вручают медали, дипломы, книжные издания известных гроссмейстеров, а также планшеты и ноутбуки. Однако для каждого спортсмена самый главный приз – это путевка на первенство России среди шахматистов, которое пройдет в следующем году в Сочи. Зарина Магушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. В Пятигорске продолжается форум «Машук-2017». Одна из ее ключевых тем – год экологии. В рамках образовательной программы участники первой смены поднимают вопросы сохранения экологии региона. На занятиях во второй смене будет обсуждаться проблема экологии общества. Делегация Ингушетии привезла сразу 6 экологических проектов. Среди них создание молодежного экологического движения, открытие эко-мойки, запуск цеха по производству солнечных электростанций, благоустройство курортных территорий и организация кампании по сбору и переработке отходов. Любители спорта в ожидании битвы в Назране. Она состоится 27 августа. Спортсмены готовятся к поединкам, отрабатывают бойцовские навыки и ударную технику. Своих бойцов на соревнованиях представит клуб «Эрзи». С ними встретился Тамерлан Хамхоев. Бойцовский клуб «Эрзи» Назрань. К 7 часам вечера сюда стекаются лучшие бойцы республики на ежедневную тренировку. Уже в конце августа стартует очередной грандиозный турнир по смешанным боевым единоборствам. Битва в Назране, на которую отберут ингушскую элиту ММА. У нас тренировки проходят в усиленном режиме сейчас. У нас те, кто будет выступать на этом турнире, сейчас проходит сбор в Мужичах. Мы туда пригласили тренеров из Дагестана. И там они проходят такую усиленную тренировку. И я думаю, все ребята подходят серьезно, готовятся. Я думаю, турнир будет удачным, я думаю. Для этих ребят нет ограничений во времени и разницы в сопернике. Тренироваться и выйти в рейдж или октагон против любого бойца они готовы всегда. Завершившийся несколько дней назад турнир ACB66 Young Eagles собрал под своими знаменами 12 ингушских файтеров. 7 из них вернулись в республику триумфаторами. Одержать победы в таком престижном турнире – достижение не из простых. Наши ребята тоже выступили достойно. Конечно, обидно то, что некоторые проиграли, но в принципе это спорт, все бывает.
Я надеюсь, за этими поражениями последует немало, но более яркие победы у этих бойцов. Уже 6 лет, как первый турнир «Битва в горах» прошел, уже 6 лет, на самом деле, небольшой срок для смешанных единоборств как таковых, но мы дали большой скачок в этом направлении. Развиваемся. Среди триумфаторов этого турнира и очень яркий ингушский боец Ваха Шанхоев. На прошедших соревнованиях он одержал убедительную победу нокаутом. Впрочем, для Вахи этот триумф не первый, и, как надеется боец, на битве в Назране наши ребята покажут не менее захватывающее зрелище, чем на турнире в Грозном. Ведь чем сложнее соперник, тем приятнее ощущение после выигрыша. Если сказать честно, то думал, бой... Я не ожидал, что будет такая конкуренция, не ожидал, что будет такой сложный бой, так как я очень хорошо подошел к этому бою. Но, как говорится, мы предполагаем, Бог располагает, так что получилось как получилось. Главное, что выиграл, главное, достойно выступил. Дальше работать больше, работать над ошибками и продвигаться, посмотрим. Отработка борцовских навыков и ударной техники в бойцовском клубе «Эрзик» подготовки подходят со всей серьезностью. Каждый новый спортивный вызов в карьере ребят – это еще один шаг на пути к более престижным турнирам. Поэтому упускать своего шанса ребята не намерены. Ключ к успеху – тяжелые и изнурительные тренировки, не устают напоминать наставники. Прийти к триумфу можно только если будешь оттачивать навыки до автоматизма. Поэтому тренеры в бойцовском клубе «Эрзи» работают не уставая, чтобы ребята были готовы на 100%. 3 раунда смешанных, раунд руки-ноги и 2 раунда бокса. Первый смешанный раунд еще сразу. Раз. Битва в Назране стартует уже 27 августа, где спортсмены смогут показать весь свой бойцовский арсенал. Главное в подготовке обойтись без травм. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Адам Кадзоев, Новости 24. Почетным мастером боевого самбо стал директор детской юношеской спортивной школы Лейла Албагачиева. Награду Тейсаму Батыгову присудили за достигнутые успехи в профессиональной деятельности и отличной подготовке своих подопечных. На сегодняшний день школа единоборств под руководством Батыгова по подготовке спортсменов лидер в республике. Воспитанники детской юношеской спортивной школы достигли высоких результатов в грэпплинге, панкратионе и боевом самбо. Фолк имени Албагачиева в Аль-Юрте распахнул двери всего полгода назад, но за этот короткий период его воспитанники не раз приносили призовые места, заявляя о себе на региональных соревнованиях. Удостоверение почетного мастера боевого самбо от вице-президента, старшего тренера Федерации боевого самбо страны тренеру вручил президент Ассоциации спортивных единоборств региона. Для нас не сама цель и результат достижения каких-то высоких результатов. Для нас сама цель, как можно больше вовлечь детей в физкультурный, в спортивный, здоровый образ жизни. Все эти дети, которые здесь учатся чему-то, будь то боевой самбо, панкратион или грэпплинг, или вольная борьба и так далее, получается, эти дети при поддержке руководителя детской спортивной школы и при нашем участии нашли возможность выхода на соревновательные площадки внутрироссийского и международного уровня. С недавних пор у жителей Галашки появилось место для досуга. Дом культуры, построенный 2 месяца назад, принял в своих стенах десятки детей, которые хотят посвятить себя творчеству. Там функционируют различные кружки, педагоги обучают ребят пению, хореографии, рисованию, декоративно-прикладному искусству. В культурно-досуговом заведении побывала Залина Могушкова. Большой зал на 140 зрителей, софиты и живое музыкальное сопровождение. О чем еще может мечтать маленькая вокалистка в своем стремлении стать знаменитой певицей? Каждый раз на вокальный кружок девочки приходят нарядными, хоть и выступают перед пустым залом. Философия будущих артистов такова: даже для одного зрителя нужно выступать как перед большой аудиторией. В концертном зале Дома культуры, оснащенном акустической системой, еще не раз пройдут праздничные торжества, где дебютируют юные таланты. Первый концерт здесь состоялся 4 июня. Тогда культурный центр и распахнул свои двери. Он стал большим подарком для 4000 жителей Галашки на день рождения республики. Теперь сельские дети могут посещать кружки на свое предпочтение с утра до вечера. Они работают в первую и вторую смену. Это дети с 5 до 6 лет в первую смену приходят, а старшие группы уже приходят уже после обеда с 3 часов.
Эти поделки – результат двухмесячного труда учащихся кружка декоративно-прикладного искусства. Здесь детей учат бисероплетению, вязанию, лепке из пластилина. Сейчас они вырезают бумажные аппликации для будущего букета, который ничуть не будет уступать по своей красоте настоящему. В соседнем зале с зеркальной стеной дети обычно занимаются хореографией, а рядом кружок изобразительного искусства. 12-летний Магомед Пугоев в будущем видит себя не космонавтом, как все мальчики, а художником. Полжизни душа тянется к рисованию. Магомед уже выбрал для себя жанр пейзаж. Раньше он занимался дома самостоятельно, а теперь может себе позволить воспользоваться советами наставников. Ошибки девушкам помогать дуцуту. Этот объект позволил не только детям открыть в себе скрытые таланты. Десяток безработных сельских специалистов смогли трудоустроиться, не выезжая из родного села. Лейла Хашиева, руководитель вокального кружка, училась на хормейстера в Грозном. Она работала еще в старом сельском доме культуры, который построили еще в советское время. Когда его закрыли, Лейла осталась без работы, а это ровно 20 лет. И вот спустя столько времени снова вернулась к своему призванию. Вокал у меня состоит из 22 человек. Есть у меня две группы. Одна младшая, другая старшая группа. Старшая группа особенно очень хотят у меня петь на национальном языке. Преподавательский состав надеется, что в будущем их воспитанники займут достойную нишу в культурной жизни республики. Залина Могушкова, Адам Далаков, Новости 24. В Музее изобразительных искусств состоялась выставка молодого художника. Студентка из Москвы представила более 40 работ, написанных маслом, акварелью, карандашом, грязалью. Авторы этих работ – Хава Тимирбиева, победитель многочисленных конкурсов среди художников. На выставке побывала Амина Бокова. Познакомиться с творчеством юной художницы Хавы Тимирбиевой собрались ценители искусства со всей республики. Каждую картину гости рассматривают с неподдельным интересом, ведь разнообразие работ художницы поражает. Хава Акиева, опытный искусствовед, уверена, с таким талантом у девочки большое будущее в мире искусства. Мне понравилось и напомнила большую историю голландской живописи. Это вот эта работа, которая называется у Хавы Юсуповны «На заднем дворе». В этом отношении так называемые подсолнухи и идущий плетеный забор и, естественно, древесный сруб напоминают историю прошлого. Мне, например, так как я теоретически, естественно, знакома с историей искусств. Творчеством Хава Тимирбиева занимается с детства, в том числе рисованием. В свои 20 она уже выпускница детской художественной школы имени Серова, студентка факультета дизайна Московского государственного университета дизайна и технологии. За ее плечами выставка «Краски Африки» в Москве в рамках недели Африки МГИМО, а также выставка в концертном зале Барвиха Лакшери Вилледж, организованная посольством Судана. Любовь к живописи и умение видеть красоту окружающего мира Хаве еще с детства привили творения великих мастеров живописи. Один из моих любимых художников – это Константин Коровин. Его такие работы, как «Розы» с кувшинами. Также я восхищаюсь работами Валентина Серова, портрет Микки Морозова и также портрет художника Коровина, написанный им. На выставке представлено более 40 работ, написанных маслом, акрилом, акварелью и карандашом. Направление своего живописного письма художница определяет как импрессионизм с долей реализма. Особым вдохновением для Хавы Тимирбиевой является поездка в Ингушетию. Так ингушские мотивы звучат в работах «Ночной гекал», «Горянка» и «Горная сказка». Выразительность композиции, индивидуальный стиль. Каждая картина неповторима, у каждой свой ценитель. Зарета Калоева, к примеру, просто влюбилась в эту работу. Какое-то чувство у меня появилось. Я не знаю, вот зашла я сюда, посмотрела на эту картинку, прямо жить хочется. Не знаю. А вот у автора любимая картина «Поле с маками». Это одна из моих любимых картин. Я очень люблю цветы маки. Мне хотелось передать их красочность на своем полотне. Пыталась писать большими мазками, мастихином, передать ту атмосферу, которую я увидела в маковое поле, которое я увидела. На выставку приехала и мама юной художницы. Амина Тимирбиева никогда не сомневалась, у дочери талант, и поэтому с ранних лет поддерживала ее во всех начинаниях. Она не пропускает ни одну выставку дочери. Это первая презентация работ Хавы в родной Ингушетии, которая стала большой неожиданностью для семьи. В Минкульте узнали о нас и сказали, почему мы о вас не знаем, мы бы хотели провести выставку.
Вот так это организовалось. Просили, правда, в середине года, но в середине года мы не в состоянии научиться. И привести эти все работы тоже проблема. С планами на будущее Хава определилась давно. Она видит себя только художницей. Впереди еще год учебы, и тогда она сможет радовать ценителей искусства новыми произведениями намного чаще. Ну а все желающие полюбоваться ее работами могут сделать это уже сейчас. Выставка продлится в Музее изобразительных искусств до 22 августа. Амина Бокова, Рахман Суров, Новости 24. Такова информационная картина уходящего дня. Спасибо, что были с нами. Всего доброго.